12 декабря в Сосногорске состоялась ежегодная конференция Коми народа. Встреча с представителями коренного народа прошла в стенах Дома культуры «Горизонт». Подвести итоги деятельности и запланировать работу на будущее собрались делегаты со всего района, а также представители республиканских структур. По традиции первым поприветствовал участников конференции исполняющий обязанности главы района Сергей Дегтяренко. Встречи с представителями коренного народа Республики Коми стали уже традицией. Традиции не только доброй, но и действительно полезной. И считаю важным, что наше местное отделение МОД Коми Войтер взяло на себя очень важную миссию – это стать таким неким рупором не только для жителей города Сосногорска, но и для поселков Сосногорского района. При этом Сергей Васильевич обозначил направления, в которых, на его взгляд, стоит усилить работу. И подчеркнул, что нужно быть активными во всех вопросах, так или иначе касающихся нашего района. Ведь получать обратную связь от жителей действительно важно. Мы живем в эпоху социальных сетей, и недостатков критики мы уж точно, как говорится, не испытываем. Причем судить берутся как раз те, кто о проблемах коренного народа, проблемах жителей поселков зачастую не имеют понятия. И очень важно слышать мнение настоящих общественников, которые душой болеют за район, которые готовы не только указывать на ошибки, но и предлагать решение конкретных вопросов. И считаю, что как раз-таки Коми Войтер может и должен стать площадкой для выработки вот таких конструктивных решений. Все темы, которые обсуждались на конференции, важны по-своему, и ни одна из них не остается без внимания. Например, изучение коми-языка в школах Сосногорского района. Члены правления участвуют на различных совещаниях, проводимых МУНО, собраниях, проводимых специалистами управления образования. Конечно, согласно законодательству, решение о изучении коми-языка принимали родители. Но хочется выразить слова благодарности управлению образования за хорошую работу, потому что этот вопрос получил очень широкое обсуждение. В свою очередь, руководитель управления образования Ольга Мирошникова подробно рассказала о работе по сохранению и передаче языков и культурных традиций коми народа. В образовательных учреждениях района система этнокультурного образования рассчитана на весь период детства. Свое первое знакомство с коми-традициями дети начинают с дошкольного возраста. Они с удовольствием изучают сказки, песни, загадки и поговорки. Так, в детском саду номер 9 реализуется образовательная программа коми разговорной речи. Закрепление языкового и речевого материала происходит не только на занятиях по обучению коми-языку, но и в разных видах образовательной деятельности. На занятиях по ознакомлению с окружающим миром дети знакомятся с государственной символикой Республики Коми, с предметами национального быта. На занятиях по изобразительной деятельности дети учатся рисовать элементы коми узора, природу родного края. Для того, чтобы закрепить первое представление о самобытности народных культур, в детских садах района проводятся традиционные народные праздники, на которых вместе с дошкольниками присутствуют и их родители. В ходе конференции делегаты обсудили и другие актуальные вопросы. По итогам было дано поручение правлению общественной организации о подготовке резолюции. Терапевты и педиатры, врачи функциональной диагностики и стоматологи, неврологи и рентгенологи. В списке востребованных медиков практически все возможные специалисты. Еще несколько лет назад на селе о них приходилось лишь мечтать, но благодаря программе «Земский доктор» штатный состав удалось существенно пополнить. Так, в Сосногорском районе с 2016 года в Нижний Одос пришли сразу 3 врача. Еще один доктор прибыл в Айвож, а уже в этом году в сам Сосногорск дополнительно трудоустроены 4 медика. Все потому, что с 2018 года в программу «Земский доктор» помимо сельских территорий включили также и города, где численность населения меньше 50 тысяч человек. Это доктора, которые и кардиолог, и доктор-реаниматолог, терапевт, педиатр. То есть это очень значимые для нас обеспечение кадрового вопроса. И надо отдать должное Минздраву в том плане, что нам даже за счет резерва выделили дополнительную квоту на докторов, тех, которые смогут прибыть до конца года. Вот такого доктора мы приобрели, это доктор-реаниматолог.
Со всеми медиками в обязательном порядке заключается трехсторонний договор между лечебным учреждением, Минздравом и доктором. По документу каждый приглашенный специалист обязуется отработать на месте не менее 5 лет. В противном случае подъемные, а это 1 000 000 рублей, врач обязан вернуть. Впрочем, пока подобных случаев в Сосногорском районе не было, а сами врачи после обязательного срока, по их словам, намерены остаться. Такая перспектива, к примеру, совсем не пугает нового врача-педиатра местной районной больницы. Юлия Лукина из Костромской области училась в Кирове, а в Коми приехала всего 3,5 месяца назад. Причем этот выбор был осознанным. Сама смотрела в интернете и узнала о программе «Земский доктор». То, что в этом году Сосногорск проходит по этой программе, решила сюда приехать. На новом месте ей все нравится. Отмечает, здесь в Сосногорске тихо и уютно. На подъемный молодой специалист собирается покупать жилье. А это уже поселок Поляна. Здесь, в обновленном ФАПе, трудится доктор Оксана Герасимова. В район она приехала еще в прошлом году, уже по программе «Земский фельдшер». Местные жители встретили ее особо тепло. А потому к новому месту медик привыкла быстро. Тем более, что и в ее арсенале современное оборудование. Работать в таких условиях вдвойне приятно. Сейчас по инициативе Мурманской области планируется внедрить еще дополнительную программу для северов «Арктический доктор». Вот наш министр очень активно участвует в этой программе и на последней коллегии сказал, что есть надежда, что с 2019 года мы войдем в такую программу по России, и тогда будет дополнительное финансирование. Всего в этом году в Коми по программе «Земский доктор» прибыло 30 врачей. Еще 6 докторов отправили в сельскую местность в рамках программы «Земский фельдшер». Каждому из них также полагается компенсация в 500 000 рублей. Всего же в этом году на поддержку медицинских кадров направлено 33 миллиона рублей. В минувшую пятницу состоялось очередное заседание Совета городского поселения Сосногорск, главным вопросом на котором стал бюджет будущего 2019 года. По информации начальника финуправления Светланы Кудрявцевой, общая сумма планируемого дохода городского бюджета составляет 103 миллиона рублей, большая часть которого, а именно 70%, это налог на доходы физических лиц. Расходная часть местного бюджета спрогнозирована в объеме 107 миллионов рублей. Как отметила начальник финуправления, львиную долю расходов составляют разделы «Национальная экономика» и ЖКХ – почти 85% бюджета города. Почти 68% или 61 миллион 620 тысяч рублей составляют мероприятия в области благоустройства. Расходы включают в себя и озеленение, и освещение, и ремонт улично-дорожной сети. 9,3 миллиона рублей планируется направить в рамках использования средств Дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог. Также за счет средств бюджета города будут финансироваться расходы на ремонт жилищного фонда в сумме 10 миллионов рублей. Продолжится в следующем году и реализация программы формирования комфортной городской среды. Благодаря данной программе в текущем году благоустроено 4 дворовые территории, выполнены работы по обустройству сквера Победы, а в 2019 году планируется благоустройство 2 дворовых территорий и обустроить сквер по улице Зои Космодемьянской. Помимо бюджета, депутаты также утвердили правила землепользования и застройки и план работы Совета на следующий год. День Конституции молодежь Сосногорска отметила квестом в интеллект-центре «Мост». Организаторами мероприятия выступили представители объединения «Волонтеры Победы». 12 декабря Конституция Российской Федерации отметила свое 25-летие, и в честь этой даты мы решили провести мероприятие. Мы подумали, что простая лекция это будет слишком скучно, и решили оформить данное мероприятие в виде квеста. Участники были распределены на 2 команды, для которых организаторы подготовили 11 заданий. Для начала им предстояло найти их по наводящим вопросам, затем выполнить и получить букву, чтобы по окончании сложить их в слово «Конституция». 9-классница Антонина Максимова буквально накануне прошла онлайн-тест на знание главного закона страны. Когда ей предложили поучаствовать в квесте, согласилась, не раздумывая. Сегодняшнее мероприятие посвящено Конституции. Я считаю, что очень важно знать как можно больше о главном законе своей страны, поэтому я пришла расширить свои знания, а то, что уже знаю, закрепить. Участники разгадывали ребусы, отвечали на различные вопросы, пытались на практике применить свои знания. По словам ребят, квест был интересный, ведь Конституцию как основной закон страны нужно не только знать, но и уметь применять.